Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Камши-Укшара. Сегодня в выпуске «Судебная система должна развиваться». Президент представил Зураба Агума коллективу Верховного суда Республики. Освободили за 3 дня. 7 лет назад началась подготовительная операция по демилитаризации Кадорского ущелья. От прошлого к настоящему в Псху установлена мемориальная плита в память о переселенцах. Сегодня президент Рауль Хаджимба представил коллективу Верховного суда нового председателя. Согласно постановлению Народного собрания Абхазии, на должность председателя Верховного суда назначен Зураб Агума. Представляя нового председателя Верховного суда, глава государства отметил, что ротация кадров свойственна любой структуре. Сегодняшнее состояние судебной системы потребовало соответствующих перемен. Эти перемены будут касаться не только судебной системы, но и всех остальных сфер государственной деятельности, сказал Рауль Хаджимба. Я уверен в том, что все те, кто работает и кто работал и будут работать, должны во взаимосвязи, отношениях продолжить те работы, которые полезны и необходимы для нашего государства. Зураб Агума, в свою очередь, отметил, что работа очень ответственная, и он приложит все свои знания и усилия на пользу государства. Опыт коллектива для него станет в этой работе большой помощью, убежден Зураб Агума. Экс-председатель Верховного суда Роман Мушба выразил уверенность в том, что при Зурабе Агума будут соблюдены все основополагающие принципы правосудия. Огромное спасибо всему судейскому сообществу. Я принял осознанное решение в силу своего состояния здоровья и ряда других личных причин. Особо хочу поблагодарить моих заместителей, которые все эти годы, не покладая рук, работали на таких очень ответственных и очень сложных участках здесь в Верховном суде. И я хочу, чтобы и последующие руководители, и вы, все мои коллеги, также придерживались вот тех основополагающих принципов. Экс-руководитель Верховного суда Роман Мушба поблагодарил коллег за совместную работу и пожелал новому председателю успехов. Завершая представление, глава государства Рауль Хаджимба высказал пожелание, чтобы судебная система в стране развивалась. Реформы судебной системы в ближайшее время должны изменить многое, и это положительно скажется на общем состоянии дел в государстве. Рената Шакая, Акоп Кущан, Абхазское телевидение. В августе 2008 года Россия была вынуждена провести операцию по принуждению Грузии к миру. Успешные действия российских войск круто изменили дальнейшую судьбу не только Южной Осетии, но и Абхазии. О том, какую роль играет Россия и ее армия в судьбе Абхазии, рассказал в интервью газете «Красная звезда» президент республики Рауль Хаджимба. В частности, отвечая на вопрос о том, как строятся отношения между Россией и Абхазией в оборонной сфере, Рауль Хаджимба подчеркнул: в настоящее время активное взаимодействие наших оборонных ведомств продолжается. Мы готовы к тому, чтобы отношения в этой области перешли на совершенно иной уровень. Речь идет о подготовке договора об оборонном контуре, где будут предусмотрены новые возможности военного сотрудничества, проведения комплекса мероприятий по укреплению нашей безопасности. Оценивая перспективы развития отношений между Абхазией и Россией, Рауль Хаджимба отметил: нам действительно очень важны эти отношения. Они будут сохранены, несмотря на все непростые процессы в мире. Мы очень активно работаем, чтобы не утерять то, что было сделано за предыдущие годы. Это были отрывки из интервью президента Абхазии газете «Красная звезда». В эти дни, 7 лет назад, в августе 2008 года, началась подготовительная операция по демилитаризации Кадорского ущелья. По состоянию на начало августа 2008 года верхняя часть Кадорского ущелья оставалась единственной территорией Абхазии, которая контролировалась центральными властями Грузии. Коллективные силы СНГ довели до сведения силовых структур Грузии о проведении полной демилитаризации в зоне безопасности подразделений и учреждений Министерства обороны, внутренних дел, полиции, погранвойск и других силовых структур Грузии. В свою очередь, министр обороны Абхазии Мираб Кишмария призвал грузинских военных покинуть верхнюю часть Кадорского ущелья. Если грузинские военные не воспользуются этой возможностью, то мы вынуждены будем применить силу, заявил министр. Тем временем подразделения вооруженных сил Республики Абхазия блокировали все пути возможного подхода в Кадорское ущелье и выхода из него, чтобы не допустить увеличения военной группировки противника. Через 3 дня Кадорское ущелье было полностью освобождено.
В горном селе Псху в торжественной обстановке состоялось открытие мемориальной плиты в память о переселенцах, обосновавшихся в Карачаево-Черкесии после Кавказской войны. На мемориальной доске на абазинском и русском языках выгравированы дата и число выселенных семей в далеком 1864 году, а также призыв обращения к ныне живущим. Помнить прошлое, понимать настоящее, предвидеть будущее. Асида Малия продолжит тему. Один из потомков переселенцев, проживавших на территории Карачаево-Черкесской республики, ветеран Отечественной войны народа Абхазии, кавалер ордена Леона Заур Ашкацау. Именно ему принадлежит идея открытия мемориальной плиты для увековечения памяти тех, кто стал жертвой насильственного переселения. На плите выгравирована надпись «Призыв и обращение к ныне живущим представителям национальности. Помнить прошлое, понимать настоящее, предвидеть будущее». Официальное открытие мемориальной доски состоялось 8 августа. Вертолет военно-воздушных сил Абхазии с участниками мероприятия вылетел ранним утром с аэропорта Бабушара. После жал через отроги Кавказского хребта. Пассажиры любовались невероятной красотой горных ландшафтов. В церемонии открытия памятника приняли участие представители руководства страны, депутаты парламента, главы администрации Сухумского района и села Псху, руководство Госкомитета по репатриации, общественные деятели, представители Международного объединения содействия развитию абазино-абхазского этноса Алла-Шарах Карачаево-Черкесии, местные жители. Они поклонились и возложили цветы к мемориалу памяти насильственно переселенных. Расширенный репортаж об открытии мемориальной доски в селе Псху смотрите в нашем эфире завтра. Спортивная общественность Абхазии понесла тяжелую утрату. 9 августа в результате сердечного приступа на 63-м году жизни ушел чемпион Европы по вольной борьбе, президент ММА и общественный деятель Озхан Чингиз Цугба. Премьер-министр Абхазии Артур Миквабия выразил соболезнования его родным и близким. Около 7 лет назад Озхан Чингиз Цугба вернулся в Абхазию на свою историческую родину из Турции. Здесь обзавелся семьей, у него растут 2 сына. Все свои силы Озхан Цугба направил на развитие смешанных единоборств в нашей стране. Много сил он отдал налаживанию связей за пределами Абхазии. У Озхана Цугба были большие планы, которые остались нереализованными. Он очень сильно переживал за Абхазию, за спорт, за молодежь. У него большие планы были сегодня в Абхазии организовать спортивное сообщество, спортивный зал создать в Абхазии. Душой молод был. Между нами около 13 лет, я этого не ощущал. Он гордился, что с молодежью общается, гордился, что молодежь его любит. Он очень много помогал спортсменам. На историческую свою родину вернулся, так как он всегда был абхазом. Болел душой за родину. Гагра является одним из самых посещаемых курортов Абхазии. Ежегодно улучшается инфраструктура, предлагаемые услуги и сервис заметно растут, как и количество объектов отдыха. Это повышает как имидж города, так и страны в целом, особенно если появляются отели класса 4 звезды. Как, например, wellness-парк-отель Гагра. Это единственный в стране отель, работающий по системе All Inclusive, все включено. И несмотря на довольно высокую стоимость проживания, свободных номеров на данный момент нет. Работает отель чуть больше месяца. В пятницу состоялось его официальное открытие. О том, как развивается туризм в курорте Гагры, почему туристы предпочитают именно этот город, в материале Симы Аргун. Абхазия всегда почиталась среди жителей Советского Союза. Попасть сюда советскому гражданину было большой удачей. Но потом распался СССР, началась война, экономическая блокада. И долгие годы после этого на бывшие элитные курорты отваживались ездить считанные единицы. И сегодня это возрождающийся центр отдыха и лечения на Черноморском побережье. Этому есть вполне логичное объяснение. Прежде всего, это обусловлено тем, что в курортный сезон здесь практически каждый день тепло и сухо. Расположен город совсем недалеко от границы с Россией. Несмотря на то, что инфраструктура здесь не на достаточно высоком уровне, это не главный фактор выбора. Горы, море, пляж, теплый и чистый воздух приманивают сюда десятки тысяч туристов. С маленьких лет вот на слуху слово Гагра, потом фильм, где снимались веселые ребята. Вот поэтому выбрали Гагру. Меняется здесь что-нибудь? Инфраструктура что-то улучшается? Больше мест как-то стало, где можно перекусить, где можно погулять. Здорово. Но мы только первый день сегодня еще не успели погулять.
особо так. Но все нравится. Конечно, городские власти уделяют внимание развитию города, и улучшения заметны, но проблем все равно хватает. Такие, как уборка улиц, развитие коммуникаций, предлагаемые услуги и сервис. Портят картину и недостроенные здания в городе. Ну, конечно, когда приходит бизнес, государство должно создавать для этого сначала условия. Это дороги, это коммуникации, это прежде всего электроэнергия должна быть стабильная. Да, но видите, у нас сегодня мы еще не так богаты, чтобы вот все это охватить, все это сделать. И будем стараться, конечно, чтобы инвестор потенциально, приезжав сюда, увидел, что мы их хотим видеть здесь, мы им будем помогать. С каждым годом растет количество всевозможных гостиниц, домов отдыха и отелей. Это повышает как имидж города, так и страны в целом. Особенно если появляются отели класса 4 звезды. Как, например, wellness-парк отель «Гагра». Это единственный в стране отель, работающий по системе all-inclusive. Все включено и ориентированный на семейный отдых. И несмотря на довольно высокую стоимость проживания, свободных номеров на данный момент практически нет. С уверенностью можно сказать, что среди российских туристов «Гагра», как и прежде, на первом месте. На первом месте «Гагра» и среди инвесторов. Предприниматели и бизнесмены готовы вкладывать сюда. А значит, у города есть все основания и возможности стать важным курортным центром с современной инфраструктурой и качественным обслуживанием, так как он обладает огромным потенциалом и не имеет альтернатив в масштабе всей страны. Сима Аргун, Беслан Джинджал, Абхазское телевидение. Расширенный репортаж Сима Аргун смотрите в нашей программе сегодня. Министр образования и науки Абхазии Адгур Какоба примет участие в программе «Вопрос министру» в пятницу 14 августа. В прямом эфире министр ответит на ваши вопросы, уважаемые телезрители. Вы можете отправить свой вопрос на электронную почту вопрос.ministru@gmail.com. Кроме того, каждый четверг с 6 до 7 вечера у колоннады на набережной Махаджира в Сухуми вы можете записать свой видео «Вопрос министру». Итак, в эту пятницу 14 августа гость студии министр образования и науки Абхазии Адгур Какоба. Пишите, записывайте интересующие вас вопросы. 17-й международный турнир по карате на кубок Ешитаки Фунакоши, который проходил в Сухуми, завершился победой абхазской команды. В турнире приняли участие более 200 спортсменов из Абхазии, Турции и около 10 регионов России. Наша команда заняла первые места по итогам командных соревнований, а также личных встреч в 7 возрастных категориях. Член президиума Федерации карате-до Турецкой Республики Мейдан Бган Бакобаш отметил высокий уровень проведения соревнований и выразил надежду на скорейший визит абхазской команды в Турцию. Кроме того, 19 спортсменов Федерации карате-до Абхазии на проводимой в рамках предварительных семинаров аттестации сдали на очередной Q. Сейчас сообщение Нацбанка о курсах иностранных валют. Доллар США 64 рубля 50 копеек, евро 70 рублей 75 копеек. И в завершение выпуска о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха ночью 22-24, днем 33-35 градусов. Температура морской воды 28 градусов. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.